Были вчера, просто пришли, посмотрели, но тут яблоку было негде упасть. Если для одних понедельник день тяжелый, то для других идеальное время для отдыха. Ольга Александрина, словно Юлий Цезарь, загорает и следит за дочкой. Ребенка одного не отпускаю в воду. Все время рядом кто-то, бабушка, сестра, я. Потом мы надеваем средства спасательные, нарукавники у нас. Пляж «Локомотив» — это одно из самых популярных мест для купания среди казанцев. Но, как мы поняли, здесь спасение утопающих — это дело рук, видимо, самих утопающих, потому что со спасательной вышки за ними никто не наблюдает, там абсолютно никого нет. Спасательный и медицинский пост попросту закрыт на замок, там тоже никого нет. Да и на самом пляже мы увидели только спасательный круг, причем единственный на весь пляж. Требуется обязательно наличие персонала, который бы глядел за теми, кто купается. Вот я вижу, что тут закрыто, и здесь этого нету. Спасателей нет, потому что фактически купание на всех пляжах республики запрещено. Но людей, которые спасаются от жары, это не останавливает. Взять хотя бы пляж Камского моря, который в выходные больше напоминает китайское метро в час пик. Кстати, там уже начали штрафовать отдыхающих. Пляж Камское море закрыт. По-прежнему проводятся рейды, в том числе специалистами МЧС, АТИ, экологами, полицейскими. И поэтому убедительно просим отдыхающих не нарушать установленные правила и соблюдать все требования. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал главам районов организовать на точках для купаний патрулирование, ведь остановить людей в жару невозможно. К сожалению, так получилось, что возможности там выезда не у всех есть, люди будут отдыхать, поэтому наша задача не только запретительные меры, а создавать условия, дать возможность, обеспечить безопасность. Только за прошедшие выходные в республике утонули 10 человек. Среди них 5-летний ребенок, который погиб на озере Лебяжье. Мальчик пропал из виду, играя на мелководье, пока мама была на берегу. Еще 4 смертельных случая произошли в набережных Челнах. Купались в необорудованных местах. Из них 3 находились в алкогольном опьянении. 2 утонули в Васильево. И еще одна трагедия произошла в Нижнекамске на озере Пионерское. Там утонул 13-летний мальчик. Ходили по мелководью, то есть вроде было песчаное дно, не глубоко. Но вот один из них, который умел плохо плавать, просто попал в яму, которой из-под воды не было видно. Вот это особенность необорудованного места для купания. Как показывает практика, некоторые выбирают для купания места не то что не предназначенные для этого, а и вовсе экстремальные и опасные для жизни. Так, буквально вчера на этом железнодорожном мосту произошла страшная трагедия. С него в воду нырнули 3 молодых ребят. Вынырнули только 2. Позже 3-го на 10-метровой глубине нашли водолазы. Чаще всего такие экстремальные выходки, купание в нетрезвом виде и в необорудованных местах и становятся причинами гибели людей. Всего только этим летом ушли купаться и не вернулись 36 человек. Чтобы остановить эту печальную статистику, сотрудники МЧС начинают патрулирование всех мест отдыха на воде. Сергей Хайдаров, Адель Миндубаев, ТНВ Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.